Так, ну что, мои дорогие, у меня есть минуточка. Детей забрал туда Ибрагим. Сейчас поеду за цыплятами. Джабраил просто одевается. И немножко хочу, прежде чем туда поехать, сказать, что да как. Может быть и там поснимаю, не знаю точно. Я как-то уже первый раз покупала у них цыплят. По-моему, я вам не показывала, точно не помню. Ну, почти месяц тому назад я покупала у них цыплят. Помните, мне выводила курочка цыплят? Я вам показывала, но я захотела, чтобы с мамкой было их побольше. Поехала, купила. Ну, вот сейчас куда еду. Эту девочку зовут Луиза. Но она посредник. Посредник, она как бы вам покупает. Она создала группу в WhatsApp. И сейчас вам еще немножечко хочу объяснить тоже. Когда-то я тоже немножко только начала этим заниматься, но если бы начала заниматься, да, наверное, я тоже зарабатывала, но уже, знаете, другим бы не занималась. Ну, как Всевышний, значит, направил меня, нельзя было мне там именно зарабатывать. Короче говоря, я же лажу в интернете, посмотрела, мне тогда хотелось купить цыплят. Да, я уже снимала, я уже была блогером, начинающий блогер, по-моему, год как я снимала, была. И я вам тоже показывала, купила французского бройлера. Посмотрела, узнала вот про эту щедрую птицу. Это такая фабрика, птицефабрика, которая, ну как фабрика, частная птицефабрика, которую они сами, ну, они покупают яйцо. Короче говоря, они работают этим. У них индейка, куры разных пород, французский бройлер, обычный белый бройлер у них. Потом что у них еще? Гуси, индейка, утки. Ну все, много чего. И тогда через интернет я узнала, позвонила, и мне ответил их менеджер. И я сказала, они из Осетии, они из Моздока. Я сказала, а в Ингушетию есть доставка? Он говорит, есть. Мы, говорит, в неделю 1 или 2 раза на Ингушетию тоже делаем доставку. Ну, я у него заказала, купила этот бройлер, он привез. Мы его пригласили, он даже у нас посидел, тут попил чаю, поужинал, по-моему, это было поздновато, он приходил. Я ему тогда предложила, я говорю, давай я вам рекламу сделаю. Ну, говорит, я поговорю, посмотрим. Но они тогда рекламу не захотели у меня. Ну, наверное, из-за того, что подписчиков было мало или еще что, я не знаю. Ну, скажу правду, вот первый человек, которому я предложила сама сделать рекламу. Но в итоге он говорит, если вы хотите, мол, если вы хотите, говорит, тут наберите себе клиентов, которые будут покупать цыплят, и вот там уже как бы типа договоримся, что да как. Ну, я немножко так поспрашивала, несколько человек сами мне из Ютуба наших, ну, наши местные, конечно, вышли на связь, заказали. И он говорит, я вам буду привозить сюда, а уже от вас уже вам будут развозить другую, ну, они будут развозить. И за доставку ко мне он тогда говорил, что 1200. Но в итоге, знаете, как-то я не умею продавать. Я не знаю, что за человек, если честно. И уже так получилось, что я уже делала так, по-моему, 3 или 4 человека у меня тогда заказали этих цыплят. Я говорю, вот так и так, вот 1200 за доставку от меня вы будете отвозить. Но давайте вот вы соберетесь, эти 1200 разделите между собой, чтобы вам не было так накладно. Вот так вот, ну, нескольким человек я вот так вот сделала, продала их. И, по-моему, ну, какая-то небольшая сумма там, ну, и продажа была небольшая. Я на эти деньги купила цыплят, то ли 10 цыплят, то ли 15 цыплят, я не помню. Вот на этом моя торговля и работа с щедрой птицей тогда закончилась. Ну, тогда не было вот этих вот, сейчас создаются столько групп в WhatsApp, что куда ты не посмотришь, группа и с растениями, и с молочкой, и готовка, ну, чего только нет, и садоводческие, и птицеводческие, и ветеринарные, везде группы. Везде группы, люди работают как муравьи, ну, делать нечего, как-то людям надо зарабатывать. И вот эта Луиза тоже создала в WhatsApp группу, и эту группу скинули нам в нашу группу, где Танзилину группу, где у нас еда на заказ, тоже есть такая группа. Скинули эту рекламу, ну, конечно, что связано с птицей, мне же очень интересно, я туда залезла, долго сидела, ничего не заказывала, думаю, ну, не буду до последнего, в этом году не хотелось, потому что
Но реально, у меня нет пока еще вот курятник сейчас уже построили до конца, но еще крышу не сделали. Нет курятника, нет отграждений, разграждений. Во дворе очень много кошек. Нужно отдельное помещение. И не хотелось, честно, не хотелось. Думаю, не буду, но не удержалась. Эти две квочки сами сели у меня, вывели, думаю, и все, пошло-поехало. Даже Мадина мне говорит, мама говорит, ты же не хотела в этом году заморачиваться. А я думала так, где-то в конце мая куплю больших подрощенных, там, как в прошлом году покупала, и все, не буду мучиться с этим молодняком. Действительно, пока вот им нет заграждений, с ними очень сложно. Я поэтому и у курочки отняла их цыплят, потому что с курочкой, ну я не знаю, где мне эту курочку посадить. Она же везде гуляет, а котов сколько во дворе, они просто не оставят мне цыплят. Вот так вот. Все нужно делать, все нужно подготавливать, поэтому как-то так. А с птицей я действительно очень люблю заниматься. Какое-то время и сама их выводила. Были инкубаторы. Ну, инкубаторов уже нет, к сожалению. Ну, не знаю, подумываю, может быть, займусь когда-нибудь, на старости. Я же сейчас молодая, да? Ладно, это как бы шутка. Так, ну что, вот сейчас поеду. Я заказывала 4 вида, по-моему, да, 4 вида бройлеров цветных, французский бройлер. Заказала у нее 10 брам. Ну, не знаю, насколько это чистая порода, нет, но мне не кажется, что там будет чистая порода, но пусть будут красивенькие. Заказала 10 серебристых цыплят, ну, адлеровская серебристая, да, получается. И заказала, ну, точно не знаю, она мне не обещала, если честно. Если вдруг будет лишнее, то дам. Захотелось в этом году заниматься динозавриками. Давно, 10 лет у меня нет индеек, и хочу купить вот 20 индеек. Но вот не хочу темных, хочу белых, потому что с этими темными у них бывают, когда вот перышки убираешь, что черненькие точки остаются, не хочется. А так вообще-то это тоже выносливая птица. Очень хочу палевых, но нигде не могу найти вот именно палевых индюшат. Уже, по-моему, лет 5 или если не больше, лет 10 даже я их ищу. И такие вот хотела, ищу серые, как курочки-доминанты, такие серые тоже бывают индейки, они бывают очень редко. Вот очень мне хочется их, но не могу нигде найти, не палев. Вот так вот, друзья, значит, тут немножко у меня косыночка. Не могу найти вот этих вот индюшат. Если кто-то смотрит меня из Ингушетии, и у вас есть желтые палевые индейки и серые индейки, напишите мне, я бы купила. Но я бы индейок в этом году уже покупать поздно, купила бы индюшат маленьких, потому что когда эти индейки лягут, да, пока они снесут, пока лягут. А вот именно индюшат бы купила, не знаю. Ну, и если бы, конечно, часто ездить в Моздоке, бывает очень Моздоке и в прохладном именно рынке с птицей, там бывает очень много, но я так давно не езжу. Какое-то время я каждое воскресенье или в субботу ездила в Моздок за цыплятами. Я когда-то занималась, да, торговала, перепродавала, покупала в Моздоке, ездила иногда в прохладное, ездила в Кабардино-Балкарию, покупала там цыплят, сюда привозила и здесь перепродавала. Ну, 10, 15, 20 накидывала и продавала. Был какой-то период. 2 сезона, по-моему, летних. Конечно, это очень сложно, особенно когда жарко. Где-то в марте, в апреле еще продавать удобно. А вот летом, когда жара, очень сложно. Тем более на легковой машине у нас тогда не было газели. Ну, это тоже не прижилось у меня. И ребята не захотели, конечно, это жарко, душно, запах. А потом то, что не остается, доращивать приходится. Много волокиты было. Вот, немножко вспомнила, чем я занималась тоже раньше, да. Вот такие вот дела. Ну все, вижу, уже готов. Сейчас поедем. У нас уже стало пасмурно, видимо, дождик будет. Поедем, привезем птицу. Может быть, вам покажу и там поснимаю. И если что, девочки, наверное, вот кто с Ингушетии, многие же, ну хотя у нее и в группе, но она
когда тогда я ездила, я немножко поснимала, но у меня этот ролик почему-то пропал, я не знаю, или я не нажала на съемку. Она, честно скажу, хотела, чтобы я ей сделала рекламу, но я сказала, я тебе сделаю просто без денег, мне ничего не надо, я тебе просто скажу, поможет тебе, поможет, нет, так нет. Ну, это тогда говорила, поэтому сегодня тоже говорю, потому что тогдашняя моя съемка просто, я не знаю, что с ней случилось, она у меня просто пропала. Ну, вот как-то так, друзья. Все, дал вверх потом. опять понять, я завтра 12 входит. Так, у нас... Шума, конечно, от них. Хоть убавляй. Так, ну я уже начала дома рассказывать про эту птичку, да? Все, индеек нету сегодня? Да, есть. Есть? Они вон там ящики сейчас. А мне есть? По маленькому блату мне есть? И тебе есть. Ой, ты, мама голюсий. Я такие не хочу. Белые? Тут белые есть, только они внизу. Возьми. Серебро есть Серебро. там внизу. Серебро хочу. Только тебе белых нет? Да, есть белые, да, есть. Белые есть. Так, ну давай. Я запас не взяла. Короче, девочки, как я уже говорила, я номер Луизы вам оставлю в описании, закреплю. Хоть мне и нельзя делать рекламу, но это не реклама, не платная реклама, не проплаченная реклама, просто для жителей Ингушетии. Сейчас, конечно, будет очень шумно и не слышно для вас. Вот такие индюшата, цыплята. Короче, московская, серебристая, да? Серебрянка. Адлерская серебрянка. Говори давай, я не знаю. Это французский бройлер Мастер Грей, это домашний, это французский бройлер Red Bro. Так, это Мастер Грей, у нас Гризбар, вот ящики черненькие. Так, есть Никитнек. Ой, ты, мама, Вот, еле-то это им Никитнек, слышишь, как я их люблю. Маленькие. Белошейки. Это у нас Просто белые, да? серебро, серебро? адлеровская серебристая. Тут еще есть вот этот белый бройлер, под 500. 2 месяца подращиваем, режем. Это то, что мы покупаем на базаре. Куры. Так, девочки, Вот. она их не содержит, не кормит, ничего не Это делает. Вот Фабричные. сегодня день выдачи, мы все приезжаем, кто заказывал, и забираем. Также есть препараты вот такие вот. Это вся И птица вот такая вот, с Моздока. вот. Щедрая птица. Я уже говорила, что я с ними работала, и у них всегда хорошие цыплята. Так, мои дорогие, Эрдик Хелшин, доброе утро. Не получалось у меня, сколько получается, я 19-го снимала, покупала их, сегодня уже 23-е. Не смонтировать ролик, не докончить его не получалось. Короче, вот мои птички. Они уже выросли, поэтому коробочки им уже маленькие. Они у меня в комнате находятся возле печки. Им, ну, нужно же было, чтобы им тепло было. Брудеры у меня еще не совсем были и готовы, и сейчас не совсем готовы. Сегодня буду после обеда заниматься брудерами. Это обычная птичка домашняя, так, адлерская серебристая. И говорят брама, но не знаю. Но все равно, по-моему, не чистокровная брама. Вот она. Лохмоножки, симпатичные цыплятки. Это уже французский бройлер. Я купила 30 штук их. Разные там. Гризбар, Накетнек. Ой, а 2 остальные я уже не помню. Red Bro, по-моему, и еще одна. Ну, короче, 4 направления их.
тоже надо рассаживать. Им уже тесно. Первые дни мне было так тесно, конечно, потому что они были малюсенькие, а эти 19, 20, 21, 20 уже 5-й день получается. И, конечно, они уже выросли. И не удержалась. Купила динозавриков. Мы с Ибрагимом называем их динозавриками. Индюшат. Купила 22 штуки. Тут, значит, просто белая широкогрудая. И... как она называлась? Северокавказская, по-моему. Ну, тоже светлая птица. А это бронза. На сдачу я сказала, двоих, чтобы закинула она мне. И закинула. Вот, поменяла им сейчас, поставила новую водичку. Там пропойка, которую я вам показывала, когда покупала их. У них своя пропойка. Ну, конечно, платить надо за пропойку. Ну, все идет по пропойке. Ну, что это я стала? Так, птица у них очень хорошая. Я же говорила. Покупала у них раньше тоже. Луиза это просто посредник между фабрикой и покупателями. А так, у них очень хорошая птица. Я не могу ничего сказать. До сих пор была хорошая птица. 2-3 года тому назад я покупала, 2 года подряд. В этом году тоже купила. Сейчас вам покажу. Буду их выносить уже больших. Им почти месяц у меня. Обычная птица. Вот так вот. Сейчас буду... Утро не ранее, но все равно мне нужно по своим делам. Все, что нужно сделать после обеда. Продезинфицирую бройлеры. И главное, мне нужно продезинфицировать 2 брудеры. 2 брудера, в которых большие цыплята сидели. Их надо перевести в другое место. И, короче, мне нужно заниматься вот этим вот делами. Скорее всего, я цыплята вынесу сегодня. А индюшат еще несколько дней подержу здесь, потому что здесь теплее. Там в брудере такой температуры я вряд ли им смогу создать. Потому что у меня брудер не такой уж. А индюшатам очень нужно тепло. Я их просто поделю в 2 коробочки. Что случилось? И пока они у меня будут в комнате. Дней 10 подержу в комнате. Эти пеленочки им меняем. Вот такие вот дела, друзья. Им тепло. Видишь, поели, поспать теперь. Так, это у меня старшенькие. Но это только половина. Надо будет, послала Ибрагимов за 2-й такой сеткой. Пока будут сетки, потому что во дворе у меня очень много котов, кошек. Пока боюсь, они еще не такие большие. И мне надо будет, чтобы снизу сетку он мне уберет. Или что-то придумывать, побольше сетку покупать. Я не знаю даже, что делать. Они вот такие довольные травки. Я еще позавчера, по-моему, буквально на часок их выводила. И вот сегодня буду ставить водичку, корм. Это тут и покупные, и свои. Помните, мне курочка моя вывела 10 штук. Вот 10 моих и 25 я купила. Машала ни одного не потеряла пока. Надеюсь, не потеряю. Хорошо растут. Им вот чуть-чуть, месяц и несколько дней буквально. Даже, может быть, всего даже только месяц. Точно сейчас не помню день, когда покупала. Чуть месяц и 2-3 дня, если я не ошибаюсь. Но мне так кажется, что у меня петушков больше, чем курочек. А там посмотрим. Тоже обычная деревенская птица. Хотя, не знаю, Луиза говорила, что какие-то там доминанты у нее. Потом вот эти вот черно-пестренькие. Это типа легорны. Как они называются, я не знаю, девочки. Раньше я разбиралась в этом во всем, потому что все время читала, смотрела, лазила везде. Но давно отошла от этого. Давно понемножку покупаю. А так, чтобы интересоваться, раньше и выводила. Но сейчас что-то снова немножко захотелось, но у меня нет инкубаторов. Может быть, на будущий год давайте замутим эту историю. Купим инкубаторы. Будем разводить птичку дома, да? Посмотрим, как даст Всевышний. Вот, как-то так показала вам сегодня, что... в этом ролике, наверное, больше не буду ничего такого показывать. Сниму следующий ролик, чтобы было что показывать. У нас сегодня очень жарко. Вчера был дождь.
И что-то солнце так, знаете, просто сильно печет. Боюсь, что еще будет дождь. Правда, я не лазила никуда, не знаю, будет или нет. Ну все, сейчас поставлю кормушку, поилку и накрою их немножко, чтобы была тень, а то от солнца им будет слишком жарко. Но пока клюют травку, пускай клюют. И во вторую сетку других надо. Так, ну и вот это у меня... Ой, бедные забились. Это у меня получается... Ну, вторые по счету. Я вам показывала только что больших. Это уже вторые по счету. Это тут у меня, значит, 14 домашних цыплят тоже. Я мамку убрала, потому что мне было сложно с ней. Тоже она и клевала их. И 10 покупных. Тоже, ну, лохмоножек. Ну, что вы там прям забились? Вот эти вот маленькие домашние. Вот такой вот брудер у меня. Самодельный мне сын, ну не мне, он делал когда-то для своих перепелят. Лампочка вот горит, сеточка в ней, видите, внизу уже пора выкидывать. Ну еще можно, времени мало у меня пока, сами знаете, с этими заказами не все получается. Ну вот забились, испугались, пока я им ставила корм. Вот так вот. Вот такое пока у меня птицехозяйство, да? Вот показала всех вам моих. Ну-ка, давайте, Машаля, идите сюда, идите. Просто эта сторона клетки не открывается, открывается только вторая. Ну-ка, сейчас посмотрим. Ну-ка, 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 ничего вы здесь забились. Они же у меня такие красавчики. На что? Ну вот собачки такие маленькие. Какие пугливые. Ну ладно, потом как-нибудь покажу вам. Так, ну что, мои дорогие, у меня чуть-чуть все не по плану как бы пошло. Ну, чтобы завершить свой сегодняшний ролик, пока я буду делать пюре картофельное, я докончу свой ролик. Так, значит, цыплят я вам показала. Ролик, где предпоследний, получается, да? Да, последний ролик, по-моему, да. Где я с детьми тут вожусь. И вообще хотела с вами посидеть и ответить на вопросы сегодня, но не получается, потому что поступил заказ. Заказ готовой еды. Мне нужно сделать пирожки с картошкой и с творогом. И мне нужно сделать котлеты и пюре. Вот это я сейчас пюре делаю для картошки, ну, пирожков. Пусть будет остывать. Тесто я уже замесила, тоже, чтобы оно постояло. Сейчас такое послеобеденное время, друзья. Брудеры не помыла, потому что, ну, совсем по-другому, как я сказала, у меня пошел сегодняшний сценарий. Может быть, вечером успею их обработать, посмотрим. Отправила Танзиле еду в больницу. Нам приготовила. Посуду, правда, еще не мыла. Пришлось 2 раза поехать в магазин. Интересно, у меня хоть микрофон слишком далеко. Как я вижу, не знаю, слышно ли было меня или нет. Наверное, может быть, меня и не было слышно хорошо. Микрофон был слишком далеко. Короче говоря, хочу завершить свой сегодняшний влог. Сейчас быстро сделаю пюре. Тесто я сделала. Это все постоит. У меня еще есть время. Разморозила фарш. Сейчас буду лук чистить. И поэтому вот хочу быстренько вам сейчас, но это буду показывать в другом ролике. А сейчас просто закончу свой влог. И мне хотелось сказать, просто потому что в последнем ролике, где у меня дети мои, там был один комментарий. Вообще я собиралась говорить сегодня, рассказать вам про все, ну, ответить на некоторые комментарии. Я повторяюсь, наверное, потому что микрофон был далеко. Ну ладно, просто отвечу на тот комментарий, где было написано, почему Мадине не помогают родители мужа. Ну, с детьми, наверное, да, потому что дети у меня постоянно бывают. И вы знаете, как будто бы вот я в этом ролике говорила, что и как, объясняла, но не знаю почему, и этот момент почему-то я не попал у меня в ролик. Дело в том, что, друзья, у Мадины нет свекрови. У нее есть
ну, сосношницы получаются, а свекрови нет. Одна сосношница живет с свекром тут, одна отдельно себе живет. Так. Упал микрофон, так, пора выпускать овец. Ибрагим уехал, еще и не приехал, они у меня орут. А мне некогда их пасти. Ну и да вот расскажу все-таки. И дело в том, что как раз в этот вечер, когда я поехала, в этом ролике есть, как я ездила за цыплятами, и дети играют с Ибрагимом. Ладно, подержу микрофон. Не буду себя показывать, мои дорогие, просто вот. Я здесь, я без хиджаба, не хочется сейчас его одевать. Дело в том, что как раз в этот вечер она, сосношница, которая живет отдельно, младшая, получается, ну, после Мадины брат, который, забрала к себе деток в эту ночь. Хотя я и Мадине говорила, что зачем ты их забираешь. Так, пюре я сделала, приходил сын, попил чаю, ушел. Так, почистила лук, но прежде чем мне надо... Ну, это и потом, это в другом ролике. Так, и докончу все-таки, мои дорогие, докончу вам для вас свой разговор, да. Сейчас, наверное, буду нарезать зеленый лук и тоже закончу, чтобы не стоять. Ну, я как бы ничего не опаздываю, но все равно время так быстро пробегает. Это просто что-то. И в этот вечер, короче, Мадина мне пишет, мама, говорит, там сейчас приедет моя сосношница за детьми. Я говорю, зачем, как, почему? У тебя же, говорит, завтра заказ. А так получилось, мы и не знали, что... Мы же не знали, что ей так сразу быстро назначат день операции. Она же только на обследование поехала, Нальчик. А ей сразу же на второй день назначили обследование. А заказ свадебный за неделю вперед же отдан. Отказать тоже нельзя. И дело в том, что обе сосношницы у нее работают. Одна работает преподавателем, вторая где-то в администрации президента, по-моему, вот которая детей забирала. Хадижа, она меня смотрит. И, короче говоря... В пятницу у них им нельзя, у них не оставить детей, потому что они работают, да, а вот в субботу уже они дома, и поэтому она вечером приехала и забрала малышей обоих. Я говорю, ну не надо, оставь, но она все равно забрала. И Мадина говорит, тоже, мам, у тебя много работы, 20-30 кур и котлеты были, но еще это, знаете, это ответы на комментарии само по себе. Как бы самое главное, и Танзила отдала котлеты своей помощнице, чтобы мне не было так трудно, потому что у меня дети. Так что, друзья, я не вам хочу, не оправдываюсь, ничего, но так получилось, чтобы было вам понятно. Вы моя семья, мои друзья. Я знаю, что вы обо мне беспокоитесь, и вам, действительно бывает так, что, вот почему ее дети, как бы, ее не жалеют. Да, нет, я не оправдываю своих детей, но, тем не менее, вот они вот устроили это как раз-таки. Мадина позвонила, чтобы я детей отдала Хадиже. И Танзила, оказывается, тоже убрала у меня, не сделала котлеты, котлеты сделала помощница. Я только пожарила куры в этот день. Сделала еще там небольшой заказ. Я вот после этого после этого разговора сейчас поставлю. Многие, кто у меня со мной связывается, кто сохранен у меня, в статусе видели и жареных кур, и то, что я там делала, по-моему. Нет, только куры я, по-моему, поставила. А сейчас поставлю в ролике после этого разговора. Поэтому вот как-то так получается, друзья. По-любому, если бы была жива свекровь, конечно бы она тоже присматривала за малышами. И когда девочки дома, сосношницы, они смотрят, они друг друга выручают. У них тоже очень дружная, хорошая семья, и это не для того, что вот просто я снимаю. Я могу уже просто об этом ничего не говорить, да. А так хорошо, даже свекр присматривает за детьми, поэтому вот как-то так. Любая, это семья, это по-любому семья, взаимопомощь. Я сама сказала, никуда не отводи, приводи сюда детей, ничего страшного, что у меня заказ. Потому что, во-первых, не я же смотрела, во-первых, никакого, хочу, чтобы баранов не так было слышно, никакого труда мне не составило, потому что за ними целый день смотрел Ибрагим, он даже кормил их.
Вот единственное, что я меняла Абдулмалику, по-моему, 2 раза памперс поменяла, и все. Ну вот как-то так, друзья, немножко вам объяснила, я еще про другие комментарии хотела немножко поотвечать вам. Не злые, никакие, просто потому что я не отвечаю, не могу, во-первых, как-то распространенно не ответишь в комментариях, поэтому хотелось так собрать и ответить в ролике. Ну ладно, это как-нибудь потом. Сейчас, сами знаете, такая пора. Не успеваю, опять-таки, ничего из-за заказов. Думаю, нет, сегодня ничего не буду делать, только по дому, только так. Ну, опять, кто напишет, кто позвонит, их надо выручить, им то, ну, и никак не откажешь. Ну, это специфика работы, наверное, такая, да, или полностью мне нужно уйти из этой работы, или как-то выполнять заказы. Вот как-то так, мои хорошие, да, еще скажу, что Аишки, многие меня спрашивают, в личку выходит, Аишки намного лучше, глазики получше. Правда, я ее видела только позавчера, но прибегали, они буквально на час ушли, по видеосвязи общались, еще немножко синюшный глаз. И да, то, что там у нее вырастает, это халязево. Мне кто-то писал в комментариях, что это. Конечно, еще писали про какие-то народные лечения. Конечно, никакого народного лечения на ребенка мы делать не будем. Я сама даже себе, взрослым, не делаю никогда, не поняв, что, как, почему и зачем, можно ли, нельзя ли, тем более не спросив врача. Дело в том, что сейчас ей это сделали, да, кто-то там писал от того, что это вот кардинально вот так вот ей не помочь, ей нужно вылечить, там, посмотреть на инфекции. Ей, да, сказали, чтобы найти хорошего иммунолога, чтобы понять, почему, как и зачем вырастают эти штучки. Вот, пока вот через неделю ей нужно подойти к врачу, посмотреть, ну, посмотреть, что там дальше с глазками, и как ее, и будут искать, не знаю, у нас в Ингушетии, по-моему, нет хорошего иммунолога, но я не могу сказать, не буду врать, я не знаю, посмотрят они. Вот так вот, завтра, по-моему, они обещаются ко мне приехать просто так в гости, тем более ждет их сюрприз, и завтра будем снимать с ними. Все, на этом я этот влог закончу. Всех благ вам, друзья, мира и благоденствия. Мяш дахалши. А после этих моих слов я поставлю заказ, который я вчера делала. Мои дорогие, сегодня ничего не снимаю. Суббота. Делаю свадебный заказ. И вот помимо этого одна девчонка, ну вот прямо очень попросила, ей с детьми никуда нельзя выйти. Так без микрофона, но я надеюсь, будет слышно, потому что близко подошла к телефону. Так, что? Обычная просто, ну, в больнице к родственнице, там, за ухаживающие с ней рядом. Поэтому, ну, вот как-то так хотела, чтобы была курочка отварная, вот такая вот просто отварная курочка, наша картофельная подлива и галушки. Вот, кутым халтым бир у нас называется. Халтым это у нас галушки, бирх у нас это подлива картофельная, ну, а кутым это курица. Вот такой вот салат нежный. Ну, и хотела, чтобы я купила вот кое-что из этого. Яблоки, апельсины, бананы, помидор с огурцами, салфетки такие и такие, 2 соковика и 2 пачки Рафаэлла. Вот это все едет в больницу. Он хочет дал дозмашивал. Здоровья больным, терпение ухаживающим. Ну, вот как-то так. Так, ну вот, мои дорогие, и у меня почти готовы куры. Вот так вот я решила их сегодня обернуть в золото. Так, ну я знаю, что вы будете говорить большие куски, да, но, к сожалению, если честно, я бы вот из этой грудки, эту грудку вообще бы не обжаривала. Ну, практически никто к ней на столе не дотрагивается в таком виде. Из грудки можно было сделать уйма других блюд, но заказчик захотел так, делать нечего. Я хоть и предлагала, может быть, что-нибудь другое из грудки сделаем, не захотели. Ну, если что-то другое делать, просто им, наверное, было бы чуть дороже, конечно. Так, и у меня еще один противень жарится. Это 30 кур, мои дорогие. Куры были хорошие, по 2600, по 2700. Ну, куры привозят заказчики. Ну, не всегда. Иногда мы сами покупаем. На этот раз заказчица привезла сама. Вот так вот. Почистили, осмолили, нарезали вчера. Как детей. Вчера, да, я забыла сказать. Вчера детей моих забрали. Сосношница забрала на ночь. Потому что, ой, мама говорит, это я, Мадина, я говорю, почему не надо было их забирать? Она говорит, ну, у тебя же заказ был.
свадебное. Ты бы ночью не отдыхала, потому что был Малик, у нас же грудничок. И он действительно, оказывается, ночью плакал у нее, потому что без мамки остался первый раз вчера ночью. Ну, алхамдулилла, все хорошо. Дети уже приехали. Правда, сюда ко мне еще не заехали. Поехали сразу домой. У них все хорошо, нормально. Через неделю надо на проверку ехать. Вот так вот, друзья. Сегодня ужасная жара. Еще и, да, мне надо что-то делать, конечно. Или вытяжку покупать. Плиту на улице выносить не факт. Надо вытяжку покупать. Это однозначно, потому что в комнате дышать нечем. Я в 2 печках жарила. Под навесом в одной и здесь в комнате. Жарко, очень жарко, душно. И этот маленький заказик только что тоже отправила. Таксист что-то звонит, что не берут заказчики трубку. У нас еще эта проблема бывает. Бедные наши таксисты, так, к сожалению, я не могу себя показать, потому что я не в презентабельном виде и без хиджаба. Но поговорю с вами, да, на фоне кур. Проблема у нас такая, что, во-первых, не можем дождаться сначала таксистов, а потом таксисты не могут дождаться своих заказчиков. Это просто бич таксистов, бедные. Предупреждаешь их, пожалуйста, если вы сделали заказ, и к вам, я уже, главное, пишу же сразу же, вот заказ ваш отправлен, в течение такого-то времени он будет там. Будьте на связи. Нет, они то ли кладут трубку, куда-то выходят, или детям трубку отдают. И бедные таксисты начинают звонить мне. Они не берут трубку, я уже 10 минут тут стою, и в этом плане. Потом за простой, ну и разбирательство. А это мне нужно? Не нужно, конечно. Ладненько, все, честно скажу вам, устала. Сейчас сяду, поем. Для себя тоже приготовила эту картофельную подливу. Курочку себе тоже сварили. Чуть-чуть галушек осталось. Сейчас быстро перекушу. У меня сегодня первый день, мальчики вышли на работу. Ну, как мальчики? Ну, в принципе, да, мальчики. Мой деверь и второй сын. Сегодня у них первый рабочий день на новом месте. Новый объект небольшой. Ну, небольшая работа. Так что скоро будут. Они тоже дома, но я уже поем, потому что я не обедала. Сейчас быстренько перекушу, пока заказы отправляла. Этот заказ тоже, говорят, нужно отправить. И главное, надо будет отправлять в моей своей собственной таре. Они мне ничего не привезли. Ну, вот как-то так.